Салем Ецизме. Здравствуйте, меня зовут Ажар, и мои видео предназначены для людей русскоговорящих, которые хотели бы или хотят научиться на казахском языке, вернее, разговаривать на казахском языке, понимать его. Но раньше у них не получалось. Я демонстрирую очень простой, легкий, эффективный способ сделать это быстро, быстро запоминать слова, быстро делать так, чтобы эти слова запоминались на всю жизнь и с легкостью в дальнейшем использовать эти слова. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как белю. Белю. Вот здесь вот есть палочка с точкой «э». Она похожа на «и», но она звучит тоньше и мягче. Белю. Не билю, а белю. Белю. Белю – неопределенная форма глагола – это знать. Знать. Мы будем рассматривать в отношении первого лица, то есть нас самих. Мен – это я. Белемен – знаю. Мен бельмимен – не знаю. Мен белемен – знаю. Мен бельмимен – не знаю. Ну, я очень сложно было подобрать эту картинку, соответствующую этому слову. Но вот здесь, помните, заставка такой был, «Хочу все знать», по-моему, да? Был такой тележурнал. И вот «Хочу все знать». Ну, не знаю, подходит это, не подходит. Другого варианта нету. Очень сложно подобрать какое-то фото или какую-то картинку, которая отражает это слово «знать». Ну и как обычно, мы сначала поработаем с первым глаголом. Это первое лицо, и это утвердительная форма. Мен блемен – я знаю. Мен блемен, что все наши уроки, они дадут плоды. Обязательно дадут плоды. Но так же, как для того, чтобы яблоко появилось, выросло, созрело, нужно время. Нужно время и нужен труд. Вот. И точно так же все наши уроки обязательно дадут плоды, но только нужно обязательно их использовать. И тогда мен блемен, что вы сможете легко понимать и разговаривать на казахском языке. Я в это твердо верю. Мен білемін, что в любом возрасте человек в состоянии начать изучать что-то новое. Что-то прям очень новое. Когда ты заставляешь свой разум, свой ум, свои мозги встрепенуться, напрячься, начать что-то изучать новое, то на что ты раньше, например, даже боялся смотреть, к примеру, да? Боялся даже подумать об этом, да? И ты такой сел, такой, все, никуда не сбежишь, надо это делать. Вот. И мен білемін, что это обязательно положительно отразится на самом человеке, на его способностях, на его мышлении, на его самооценке обязательно очень хорошо отразится это действие. Мен білемін. Я знаю это. Мен осыны білемін. Так. Мен очень хорошо білемін основы своей специальности. Вот прям на самом деле я очень часто использовала метод, о котором я рассказываю. Вот в каждом своем видео я использовала этот метод в отношении своей специальности. Если мне что-то было непонятно,
Я прямо открывала или книгу, или интернет, или словарь, смотрела определение этого слова, смотрела примеры в интернете, пыталась разобраться, потом составляла предложение с этим словом. И таким образом мне очень хорошо блемен основы своей специальности. Вот, я не говорю, что я супер-пупер идеальный профессионал, потому что каждому человеку есть куда расти. Угу. То есть абсолюты, они абсолютное состояние, это когда прям идеал, оно недостижимо в нашей жизни. Угу. Но мы можем стремиться туда, мы можем стремиться к идеалу, мы можем стремиться к абсолютному состоянию. Но оно все равно недостижимо, поскольку мы люди живем на планете, которая очень далека от идеала. Наша жизнь очень далека от идеала, но мы можем стремиться в своих мыслях, в своих действиях. И мен блемен, что всегда нужно стремиться к лучшему, всегда нужно пытаться улучшить что-то еще больше. Угу. Вот. Хотя многие говорят, что у меня одна была клиентка, которая говорила, лучше враг хорошего. То есть, когда ты начинаешь что-то улучшать, ты, соответственно, что-нибудь не так делаешь, да, и хорошее ухудшается. Но я думаю, что это не поэтому. Это вообще, мне кажется, ложные данные. Мне кажется, почему хорошее исчезает? Потому что у людей нет правильной технологии, как улучшить что-либо. То есть они, может быть, применяют какие-то неправильные методы для улучшения хорошего. И поэтому то хорошее, которое у них есть, что у них есть, оно может ухудшиться. Вот поэтому мен блемен, что каждый человек является невероятно большой вселенной. У него невероятно большие способности, у каждого человека. И они проявляются только в той степени, в которой он их применяет. Он начинает верить, и он прям начинает применять их. Вот, знаете, я не идеализирую, да, свою семью, но, конечно, каждому человеку свои родители кажутся прямо вау, сам супер-пупер, это самые шикарные, самые способные, самые идеальные родители. Нет, я далека от этого, но моя мама начала учиться игре на фортепиано уже за 40 лет. За 40. Когда все говорят, что нужно руку ставить, там нужно упражняться, начиная чуть ли не с малолетнего возраста, там с 5, 6, 7 лет, да, начать ставить руку, да, то есть так, чтобы она там не застыла, не заскорузла. Но я думаю, что эти занятия фортепиано, да, они все же как-то расширили сознание моей мамы, да, способности. Она стала, может быть, как-то по-другому смотреть на мир. Она стала больше понимать музыку, да. И мен, он блемен, что каждому человеку необходимо все время чему-то учиться. Все время, не останавливаясь. Потому что, как сказал один очень великий, мудрый человек, он сказал, что вот на Земле нет такого стабильного состояния, такого, знаете, неизменного состояния. Все либо вот любая вещь, любое явление, любое тело, любой человек, любое вообще, любое явление на этой планете, оно либо улучшается, либо, если оно не улучшается, оно ухудшается. Поэтому, когда вы учитесь, вы улучшаете это. Когда вы не учитесь или не пытаетесь что-то сделать,
новое, улучшить что-то, оно автоматически, незаметно, пусть незаметно, но оно ухудшается. Поэтому мен білемін, что нужно всем учиться. Поэтому вы правильно делаете, что изучаете казахский язык. Вот. Спасибо вам большое за это. И мы переходим ко второму слову. Мен білмеймін. Я не знаю. Кстати, знаете, хочу вернуться, вот на одну секундочку вернуться к первому примеру, да, к первому глаголу, да, вот люди, которые говорят «мен все білемін». Это 100% люди, у которых, которые не запускают знания, не запускают улучшения в свою жизнь. Они говорят, мне это не нужно, мен все знаю. Мен бәрін білемін. И отстаньте. И таким образом они ограничивают себя самого таким образом. Вот. И мы переходим ко второму слову. Как это говорили, что Сократ говорил, да, по-моему? Да, по-моему, Сократ говорил, что я знаю, что я ничего не знаю. То есть мен білемін, что мен ештеңе білмеймін на русском, на казахском, если перевести, да. Но, конечно, это слишком утрированно звучит. Конечно, человек, любой человек много что знает, да. Но он просто хотел сказать, что чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я многого не знаю. Я многого не знаю. Чем больше человек постигает мир, окружение, все, что нас окружает, области знания, да, тем он больше понимает, что есть еще много вещей, которые раньше для него были закрыты. Он даже не осознавал их. Но теперь он осознает, что он их не знает, что ему надо бы учиться. Сондықтан, поэтому мен көп нәрсе білмеймін. Я много что не знаю. И я думаю, что никто не может сказать, что я все знаю. Нет, таких людей нету. Не знаю. Может, только Бог может так сказать, я все знаю. Не знаю. Вообще есть он Бог? Нет, не знаю, короче. Я тоже не знаю. Я не видела его лично, поэтому не могу сказать. Но просто как-то принято, что Бог есть, да, есть некая сила, есть какая-то сверхсила, может быть, которая каким-то образом вмешивается в нашу жизнь, управляет, может быть, нашей жизнью. Но мен білмеймін, я не знаю точно, потому что я этого не видела собственными глазами. Вот. Это не речи атеистов, это не речи против религии или против Бога. Я просто составляю предложение. Вот. Слушай, а как заполнить форму там 910-ю? Да нет, блин, спросил у бухгалтера. Вот. Или, слушай, а как создать свой сайт? Мен білмеймін, пока. Но сейчас я записалась на курсы и теперь учусь, как создавать сайты. Вот. В общем, я думаю, что вам все понятно с этим словом, да? На самом деле стремление к знанию, стремление к познанию мира, они безграничны. Так же, как и безграничны все ваши способности, любого из вас. Я в это 100% верю. Менон блем, я знаю это. Вот. Вы безграничны, как сама Вселенная. Вы и сами Вселенная. И в это я верю 100%. Поэтому продолжаем запоминать слова. А для этого обязательно составляйте достаточное количество предложений. И это слово, эти слова навсегда зайдут в вашу память. И вы на всю жизнь запомните их. Никогда не забудете. И самое главное, сможете с легкостью использовать в будущем. Поэтому используйте, пожалуйста, все слова, которые вы уже успели запомнить. Пожалуйста,
моя большая просьба. Практикуйтесь. Спасибо вам большое за все, за все, за все. Рахмет. Sağ olunuz. До свидания.